Школьные выплаты зачисляют родителям со 2 августа. Они рассчитаны на детей от 6 до 18 лет. Кроме родителей, деньги получают и усыновители, опекуны и попечители ребенка. Пособие полагается и детям с ограниченными возможностями. Детям в возрасте от 18 до 23 лет, если это дети-инвалиды и до сих пор учатся в школе или в интернате, то есть в образовательных учреждениях. Есть дети, именно по здоровью не смогли пойти в школу вовремя, пошли позже других детей. И такие дети еще обучаются в школах. Данная выплата тоже полагается. Заявление на выплату родители подают через госуслуги. Это возможно с середины лета. По поручению президента России Владимира Путина опекуны получают деньги на 2 недели раньше. Так семья успеет подготовить ребенка к школе. В регионе средства направили 80 тысячам детям. Но со 2 августа не всем зачислили пособие. Пенсионный фонд объясняет причину. Родители часто пишут заявления с ошибками. Когда он переписывает данные свидетельства о рождении ребенка, то допускает ошибку в фамилии, ошибся в букве или в дате рождения ребенка. В таком случае ЗАГС не подтверждает рождение ребенка, и в этом случае будет отказ. Также есть очень много ошибок, когда заявитель указывает неверные реквизиты счета, то есть не свой счет. В этом случае тоже бывают проблемы. Мы видим, после того, как перечислили деньги, пришел возврат, и мы видим, что счет был указан неправильно. К слову о счете. Выплата поступает не только на карты МИР. Другие платежные системы тоже подходят. Но родителям стоит помнить, в заявлении важно указать реквизиты лицевого счета в банке, а не номер карты. Если подали заявление, в течение 5 рабочих дней заявление рассматривается, и после принятия положительного решения в течение 3 рабочих дней производим оплату. В нашем случае это происходит быстро, то есть 2-3 дня мы уже оплату производим. У заявителей есть время до 1 ноября 2021 года. Кстати, с 1 июля также выплачивают попечителям с детьми от 8 до 17 лет. Они относятся к семьям, в которых один из родителей считается погибшим либо без вести пропавшим. Если опекун получает алименты, то это грозит судебными разбирательствами. Хава Газикова, Асхаб Белакиев. Новости 24.